Я пою на татарском, в основном языке, на русском. Участвовал в конкурсах в школе, в республиканских, международных конкурсах французской песни. По-французски говоришь? Да. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais malheureusement, je crois un cœur des sacrifices. Si l'enfant j'en pourrais, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Здравствуйте, дорогие телезрители! Исян Месес. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня с нами готовит популярная татарская певица, обладательница премии Алтын Барс Алима Сафина. Привет, Алима! Привет, Руслан! С праздниками тебя новогодними! С праздником, с Новым годом тебя! Это все мне? Это все тебе. Рассказывай, Чашечка что здесь? новогодняя, пожалуйста, тебе. Снеговичок на память и чак-чак. Большое спасибо тебе за эти подарки. Ну а с этим чак-чаком мы обязательно попьем чай. Алима Сафина, певица, лауреат премии «Татар-жиры-2016» в номинации «Открытие года». Родилась в Казани, окончила Казанский технологический университет. С детства увлекается музыкой. Участвовала в различных республиканских конкурсах татарской, русской и французской песни. Сейчас берет уроки вокала у профессора Казанского Приволжского федерального университета, народного артиста Республики Татарстан Мингола Вагизовича Галеева. Алима, сейчас в разгаре новогодние праздники, и многие зрители, я думаю, каждый день сходят в гости или встречают гостей и готовят что-нибудь вкусненькое. Что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня приготовим манты, праздничные манты. Праздничные манты по-татарски. По-татарски, по-мишарски. По-мишарски. Это очень интересно уже. Манты традиционно относятся к восточной и азиатской кухне, хотя они считаются национальным блюдом некоторых сибирских народностей. Нередко манты называют родственниками пельменей и грузинских хинкали, но, несмотря на некоторое сходство, готовятся они иначе. Главная отличительная особенность в том, что фарш для них делают из баранины или говядины. Тесто раскатывают очень тонко, а варят маньтоу, так называют их китайцы, только на пару. С китайского языка это слово переводится как «начиненная голова», поскольку манты по размерам гораздо больше пельменей. Итак, мы начинаем готовить манты по-татарски. Руководи, Алима. Давай мне задание. Надо порезать лук мелко. Угу, это я умею и люблю. Весь лук, который здесь есть? Весь лук мы режем. Весь, да? Угу. Чтобы манты были сочные, вкусные. Так, вот здесь у нас уже готовый фарш. Фарш готов, да. Говяжий? Говяжий. Хорошо. Совершенно верно. Сейчас я буду месить тесто. Какое тесто ты делаешь? Пресное будешь? Мы делаем пресное тесто. Пресное тесто, да? Ну, Алима, мой первый вопрос, мой самый любимый вопрос. Про еду. Как часто готовишь, что готовишь и со скольки лет готовишь? Ой, готовить часто у меня, к сожалению, не получается, потому что времени всегда не хватает на это. Слушай, лучше времени не хватает, чем продуктов не хватает. Да? Совершенно верно. У нас не хватает времени. Ну, а если у тебя есть время, то что ты готовишь? Я люблю готовить рыбу, балеш. Люблю готовить манты, у меня самые любимые блюда. Поэтому и у нас сегодня самые приготовим. дома любимые блюда. И люблю покушать манты, приготовить манты. Пожалуйста, мне дай вилочку или ложечку. Так, что ты делаешь, естественно? То есть пока одно яйцо, да? Да. Тебе вилочку. Спасибо, ага. Так, что еще нужно будет? Соль? Соль, пожалуйста, соль и воду. Теплую воду. Стакан кипяченой воды. Стакан кипяченой воды, То есть да. классический рецепт пресного теста. Да. Сейчас мы положим сюда соль. Угу. Алима, а вот конкретно про это блюдо, про манты. Какие варианты вообще приготовления мантов у вас в семье? Вот Мы варианты готовим- именно использования начинки. Мы готовим с картошкой. Добавляем картошку, иногда добавляем капусту. Но сегодня мы этого делать не будем. Но ты согласна, что классический татарский вариант – это именно мясо, картошка, лук и тесто? Я согласна, да, но большинство случаев, большинство людей делают именно просто фарш и лук. Мне кажется, картошка добавляет туда особый вкус. Можно мне муку? Так, сейчас, секундочку. Пожалуйста. Благодарю вас. Алима, я так понял, готовить у тебя времени нет, но петь ты же всегда находила время? Петь всегда нахожу время, да. Во сколько лет спела первую песню? Первая песня у меня была вообще в самом маленьком детстве, это было в садике. Песня была «Топ-топ-тавите, Терезино ашталар, топ-топ-тавите, эритамшалар». Это было лет мне, наверное, года 3, может быть. Как помню себя, так и пою. Ага. Родители даже говорили, что этот ребенок сначала начал петь, А потом а разговаривать. потом разговаривать, да, совершенно верно. А кто-то вот в семье, у родственников, вот среди родственников, бабушек, дедушек поет? Есть артисты? На самом деле у меня с обеих сторон
родственники, мама с папой, сестренка. С обеих сторон все родственники у нас талантливые люди. Те еще артисты обычно говорят. Те еще артисты, да, совершенно верно. Так В каком что направлении они? Поют, играют, пляшут? папа раньше участвовал в театре в школе, Был актером? да. Пел, и мама тоже пела раньше. Ну, Вот. вот так получается профессионально, только ты пошла по этому пути, да? Профессионально только я, да. Ну, родители тебя поддержали? Они меня всегда поддерживали, продолжают поддерживать. Самая главная поддержка и опора – это мои родители. Я им выражаю благодарность. Как родителей зовут? Мадина и Раис. Мадина и Раис. Бигзу рахмет за такую талантливую дочку. Сейчас они будут счастливы. Рахмат ясин. Кадрлы эккейм. Алима, ну пела вот ты в садике, да? Мгм. С садика пошла в школу, как и все дети. А там тоже творческая жизнь продолжилась? Да, там я тоже пела, участвовала в различных конкурсах. Вот. Поешь ты только на татарском или на других языках тоже? Я пою на татарском, в основном языке, на Ага. русском. Участвовала в конкурсах в школе, в республиканских, международных конкурсах французской песни. По-французски говоришь? Да. Слушай, я вот не помню, чтобы на нашей кухне кто-то пел по-французски. Исполнишь песню для наших зрителей? Да, Алима конечно. Сафина, французская народная. J'en ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. J'ostelle pour la vie, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours les ponts levés, la vie la tête, bomber le torse, sans cesse doubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là, c'est pas le roi, malgré nos peines, nos différences, et toutes ces jours d'essence, moi je lèverai nos poings, un cœur plus haut, un cœur plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais malheureusement, je crois un cœur et un cœur des sacrifices. Si l'on faut, j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Лук у меня практически готов уже, Алима. Молодец, у тебя все хорошо получается. Самое главное, чтобы у тебя получилось тесно, потому что мне кажется, вот все-таки, ну, по крайней мере, я ценю, когда при приготовлении манты очень вкусно получается такое нежное тесто. Надеюсь, у меня получится очень вкусное, Надеюсь, нежнейшее тесто, и тебе понравится. Ребят, ну вот все у тебя удачно было в садике, затем пела, танцевала в школе, Да. и, как всегда, наверное, пошла в училище музыкальное, получать потом высшее образование в Институте культуры. Нет, Руслан, судьба сложилась у меня не как у всех, не как у многих. Я Так, поступила, интересно. я поступила не в музыкальное училище, но я поступила одновременно в Институт культуры и в КХТИ. А так разве можно было? Я поступила, но выбрала передо мной потом? стоял очень сложный выбор. То, что к чему рвется душа, и то, что, Принесет мне деньги. ну, какая профессия будет лучше для жизни. Ты поступила в КХТИ, но при этом продолжала петь, правильно я понял? Я продолжала петь, да. Но после института я ушла опять немножко в другую сферу. Ага. Я работаю в сфере бухгалтерии специалистом по документообороту. Ну, по-русски бухгалтер-экономист. Бухгалтер-экономист. Да. Но, получается, КХТИ ты закончила, но все равно вот у тебя ведь песня тебя не отпускает. Песня меня не отпускает ни на мгновение, это так. Ну, а сейчас ты занимаешься вот профессиональной музыкой? Сейчас, да, я занимаюсь профессионально вокалом, беру уроки у потрясающего, талантливого человека Мингул Вагизович Калиев, кому я очень благодарна. Как у тебя продвигаются дела с тестом? Все хорошо, все готово. У тебя тоже все хорошо, да, я смотрю? Так, ну я фарш смешал с луком. Теперь Лука, кстати, мы- много у нас, но, в принципе, мне кажется, это вот только выиграет, да? Это в нашем потрясающе, блюде? да, это очень хорошо. Теперь, пожалуйста, порежь картошку, тоже мелкими кубиками. Заметьте, картошки у нас всего 2, так что для вкуса только, да? Да, только для вкуса, совершенно верно. Алима, ну что самое приятное, что твои вот эти вот старания, да, обучение вокалу, занятия вокалом, конкурсы дали свой результат. И в прошлом году ты стала обладательницей премии Алтын Барс в номинации «Открытие года». Да. Вот нам интересно, с какой песни ты выиграла? Расскажи, пожалуйста, кто автор? можно, пожалуйста, Исполнителя ножик? знаю. Так, ножик, пожалуйста. Песня называется «Силия Серенне». Ее авторы Шашке и Наэль Табанаков. Ну, ты же знаешь, что, опять-таки, прошу тебя исполнить эту песню, которую буквально вот совсем недавно наши зрители слышали, кто был на Татар-Жире. С удовольствием я его исполню. Күзләреңнән карап беләм,
Nedir eytesin kile, tutma eşini de siringini. Tağlarman iplep kine, gözlerine kara bilem. Nedir eytesin kile, tutma eşini de siringini. Tağlarman iplep kine, sile siringini sile. Sile sile yaşırma, şul şağına da jingili bula. Sügenim dip deşerge, sile siringini sile. Sile sile yaşırma, şul şağına da jingili bula. Sügenim dip deşerge. Молодец. Кстати, в этой песне поют, расскажи свои секреты, правильно? Да, расскажи мне, что Да, а у нас программа про кулинарные секреты, там, конечно, про любовь, Да. но все это актуально. Молодец, это самое, мне кажется, интересное, да, на Татаржера, когда тебе вручают вот эту статуэтку, какие у тебя были эмоции, вот ощущения? Для меня это было очень волнительно, очень трепетно, очень как-то волшебно. Я очень счастлива, что получила эту премию, и благодарна зрителям, самое главное. Спасибо. Но самое главное, я желаю это повторить. Да. И чтоб, дай бог Алаберса, ровно через год ты вернулась на эту сцену за вторым Алтын Барс. Аминь. А мы продолжаем готовить. Прошу. Спасибо. Раскатываем тесто. Картошку режем мелко, да? Картошку режем как можно мельче. Алима, а ты никогда, кстати, сама не пробовала писать музыку или писать стихи? Я вот сейчас на этом этапе, скажем так, Пришло вдохновение? пришло вдохновение, да, и мне хочется самой попробовать написать песню и саму ее исполнять. Алима, я надеюсь и уверен, что в этом новом году, в 2017, все твои творческие планы, стремления обязательно сбудутся, и мы услышим песню на твои стихи. Удачи тебе! Спасибо большое. Ну а мы продолжим готовить манты по-татарски буквально через мгновение. Оставайтесь с нами. Программа «Секреты татарской кухни» вновь с вами, и мы сегодня готовим татарские манты вместе с Алимой Сафиной. Алиме, все идет по твоему рецепту, пресное тесто, мы его докатали. Здесь начинка, сейчас я смешаю картошечку, фарш и лук. И сейчас я буду нарезать клубники. Ну и надеюсь, ты оценишь классическую мантовату, которая есть на нашей кухне. А я думаю, такую и готовлю. И когда, кстати, мы уже готовые манты будем выкладывать, обычно смазывают, да, вот эту вот часть, Да, мы либо смазываем сливочным, либо сливочным растительным маслом. маслом. Мы сливочным будем, да? Руслан, кстати, ты не забудь посолить и попричить. Ну, это самое главное. Так, перчика можно побольше. Я ножик возьму. Ребята, зрители, которые сегодня смотрят нашу программу с самого начала, уже слышали сегодня песню от тебя на татарском, на французском, ну, я думаю, и на русском можно спеть. Да, можно спеть на русском Какой языке. Песня называется «Ангел-хранитель». Твой первый шаг, твой первый друг. Все это вспомнилось и светлей стало вдруг. Благодарю сею душой тех, кто со мной пройдет этот путь большой. В небе ночном, на исходе лета, ярких жемчужин рой, не покидай, сотканный света, ангел-хранитель мой, ангел-хранитель твой. Так, что мы делаем здесь? Делим тесто на 4 части. Делим тесто. Должны получиться где квадратики, где просто кусочки. Так, покажи. То есть и можно уже перекладывать начинку, да? Да, сейчас мы начнем перекладывать начинку, потом будем лепить уже. Какие у тебя планы, вот творческие, что касаемо выпуска альбома нового? Мы работаем. Работаем над этим? Работаем над этим, да, пишем песни, записываем песни. Есть ли у тебя любимые и постоянные авторы и композиторы, с кем ты вот работаешь всегда? Я сотрудничаю с разными авторами, с композиторами. У меня есть 2 песни, которые написал музыку Артур Замалетдинов. А авторы у меня Эльвира Сафина, Гульфия Шакирова. Очень прекрасные люди, прекрасно талантливые авторы. И вот первая песня Наиль Табанаков «Чашке» была ими написана.
Ты знаешь, Эля, сейчас очень модно же еще петь дуэтами, особенно вот молодые певицы там с известными уже опытными певцами или певицами. Был ли у тебя опыт такой? Пока, к сожалению, дуэта не было. А мечта? Вот я специально спросил, вот сейчас в камеру нас артисты ведь тоже смотрят. Задумки есть, мечты есть. С кем хотелось исполнить дуэт или дуэты. Но пока я оставлю это в секрете, чтобы в новом году все исполнилось. Дай бог, Аллах, уверен, что Аминь. все у тебя получится. Спасибо. И уверен, что и у нас сегодня блюдо получится. Да, потому я что самое думаю- интересное сейчас у нас. Я думаю, настал момент уже накладывать. Ты Да. будешь сам накладывать? Давай. Ну, ты регулируй, побольше, поменьше. Вот как... Самое главное, ведь начинку тоже переборщить нельзя. Я думаю, что вот этого будет достаточно, даже можно чуть меньше. Ну и мы сейчас внимательно следим, как же формируют манты. Алиме. Так, потому что у всех свой какой-то вот есть индивидуальный способ. Или у тебя классика так? Слева Классика, направо? классика, но с душой и с любовью. Классика с душой, с любовью. Да, Так. мы вот это все склеиваем. Получается такая форма. Ну а сейчас давай попробуем так вот на этом квадратике. Может, ты сам хочешь попробовать? Вот я и говорю. Я сейчас попробую сделать, а ты следи, ладно? Давай. Я, конечно, очень редко это делаю. Так вот, Я в тебя верю. так, соединяем. Да, Правильно. соединяем. Угу. И все, получается конвертик такой, да? Крепко, что все было, да. Так. Алима, расскажи, пожалуйста, вот какое направление музыки, ну, то есть народные песни, как некоторые говорят, попса, ну, популярно то, что вот сейчас поют, да? Что тебе больше по душе? Мне по душе больше народные песни. Ну, вообще всего по чуть-чуть на самом деле. Стараюсь исполнять всего. Какой ты молодец. Извини, что я у тебя, тебя перебил, но у тебя даже получилось! очень прекрасно. Но больше в твоем репертуаре все-таки народных песен, нет? Как В ты моем считаешь? репертуаре больше эстрадных, больше активных песен, веселых. То есть, вот, я и хотел сказать. то есть Больше, ты всё-таки больше такое такая направление позитивная выбрано, певица. да. Больше позитивной певицы. Лирические песни тоже есть, но они все же про любовь. Про любовь с хорошим концом. Так, вот, кстати, у меня еще один получился. Руслан, ну ты прям молодец. Кушать просто хочется. Часто мы говорим эту фразу в нашей программе. Руслан, ты, наверное, спасибо большое, да? Сейчас я сама продолжу. Так, Ты продолжай. смажь, пожалуйста, маслом. Так, сливочным маслом наши формочки. Да, и будем потихоньку потом выкладывать. Алима, вот кроме работы, бухгалтерии, выступления на сцене, какое-то хобби есть у тебя? Есть у меня хобби, я в свободное время, но это, к сожалению, бывает не так часто, признаюсь. Занимаюсь вышивкой. То есть это Вяжу национальные какие-то наряды? Это не наряды, это просто я просто вышиваю. Пока вышиваешь? начинающий, да, только я. Но Вы- если ты была не начинаешь, ты бы, ну, конечно, мне вместо чак-чака картинку подарил. Но вот в следующий раз, я думаю, принесешь или подаришь обязательно. Да, ты зови, а я довышиваю и принесу. А еще, Руслан, я вяжу крючком и спицами. И сама ношу эту одежду, все, что связала. Ведь самое главное, одежду, которую ты изготавливаешь своими руками, приятно носить. Да, И честно. энергия у нее положительная. Да. Слушай, ну вяжешь, поешь, сама готовишь, сама зарабатываешь себе на жизнь, выступаешь, наверное, уже замужем, да? Нет, я еще не замужем. Вот так вот, друзья, сердце Алимы Сафиной свободно. Да. Так, ну а мы между тем, на наши формочки выкладываем манты. Сейчас, секундочку, позволь. Слушай, ты прям вообще процесс у тебя пошел, не останавливайся даже. Вот такая красота у нас получается. Вода у нас уже вскипела. Сколько минут обычно ты держишь их? Ну, обычно минут 45. Так, первая партия у нас уже на огне, давай вторую выкладываем. Ну, Алима, чтобы манты и чтобы блюдо вот у нас получилось вкусным, да, я думаю, мы можем еще одну песню исполнить. Вернее, ты исполнишь, я послушаю. Давайте. Сейчас я исполню песню для вас в лирическом стиле. Урман Куле. Ее авторы Гульфия Шакирова и Артур Замалетдинов. Отлично. Урман Куле. Урман Куле түгәрәк, килик җаным бергәләп, сөюне сүз белән генә бетерә алмам сөйләп. Урманнары, күлләре, алан тулы гөлләре, кемнең генә шуны күреп хушланмас күңелләре. Хисләр ул гүя урман, керсәң адаша торган, син ул мине гашыйк итеп ихластан яраттырган, үзеңә караттырган. Молодец, бик матур болды бұл. Ну а мы сейчас доготовим оставшиеся манты и будем, конечно же, их пробовать.
Манты. Мелко нарезали лук и картофель, смешали с мясным фаршем, посолили и поперчили. Замесили тесто, раскатали в очень тонкие пласты, разрезали на квадраты. В центр каждого квадрата выложили начинку и сформировали манты. Острые углы с противоположных сторон квадратной лепешки соединили сверху, а образовавшиеся внизу новые уголки защипали друг с другом по бокам. Листы мантоварки смазали сливочным маслом, выложили на них манты и готовили на пару около 45 минут. Для подачи сделали соус из сметаны и растертых в ступке зиры и чеснока. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Алима, наступил самый интересный и вкусный момент нашей программы. Мы будем пробовать манты по-татарски. Руслан, еще хочу открыть тебе одну тайну, секретный рецепт. Соусы. Здесь сметана, чеснок и зира. Ты так еще, наверное, не пробовал ни разу. Я что-то по старинке майонез, да и все. Майонез? Надо отходить от майонеза. Тем скорее хочется уже все попробовать, так, пожалуйста. Давайте я положу ложечку. Можно даже 2. Можно даже 3. Так, бисмилля рахман рахим. Интригует меня соус. Алима, манты получились сочные, вкусные. В общем, настоящие татарские манты. Молодец! Хочется пробовать и пробовать, хочется скорее все это доесть. Ну а соус действительно придает такой пикантный вкус, поэтому, друзья, очень советую в эти новогодние праздники приготовьте манты, удивите своих друзей. Если не этим рецептом, то соусом это 100%. Очень Можно вкусно. еще заправлять маслом, катыком, ну и майонезом. То есть на любителя. На любитель, да. Алима, новогодние праздники продолжаются, но наша программа, к сожалению, уже подходит к завершению. Спасибо тебе большое за вкусные манты, за красивые песни. Желаю тебе удачи, творческого вдохновения и, как говорит наш президент, только алга. Благодарю, Руслан, за добрые пожелания, за то, что пригласили на эту чудесную программу. Рада была прийти. Дорогие друзья, хочу поздравить вас с Новым годом. Пусть этот Новый год принесет вам только счастье, радость, благополучие, здоровье, любовь и все самое лучшее. Все ваши мечты пусть сбудутся. С Новым годом! А кто может быть лучше еще одной красивой песни от нашей героини? Хорошо. Күзләрем, йөзләрем гөл балкый көллә, гашык булуларымны бар дөнья белә. Шатлык нурым, бәхетем булып тугансың, мәхәббәтеңне сакла. Көннәрем, төннәрем бу син янда чагында рәхәт тагында. Насларыңа күмеп кенә яшәт әле син, өметләремне акла. Көннәр үтә алай да, көннәр үтә болай да, син янымда чакларымда күңеллерәк шулай да. Гомер үтә алай да, гомер үтә болай да, яратышып яшәгәндә рәхәт икән шулай да. Еще раз всех с Новым годом, дорогие друзья! Яңа еллар белән! Увидимся совсем скоро. Пока-пока.